Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖРС. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Напомню нашим слушателям, что в предыдущих программах мы разбирали суфизм, его исторические, основы. И сейчас хотелось бы поговорить уже об исламе на территории Башкортостана, о том, как ислам пришел, как башкиры приняли ислам, как происходило его становление на территории нашего региона. Когда все началось? Можно сказать, с самого момента возникновения самого ислама. Мы знаем, когда и как возник ислам. Это 7 век. Началось с проповеди пророка Мухаммеда. Говорил, что одним из таких интенций ислама является дагват, то есть призыв к исламу. Поскольку ислам претендует на последнее слово, последнее пророческое слово, и Мухаммед является печатью пророков, то есть последним пророком. То есть были и до этого учения, все они считаются верными, монотеистическими, но с течением времени произошли какие-то искажения по исламской традиции, поскольку, допустим, Евангелия были записаны через десятилетия после смерти Иисуса, а Коран, в общем-то, фиксировался вот при жизни, когда вот пророк что-то изрекал, все это записывалось и так далее. И вот ислам, как последнее монотеистическое учение, поэтому нужно было проповедовать это. А как, если ислам возник в Аравии, как его нужно было доносить? И вот уже при жизни пророка Мухаммеда в разные стороны айкумены направлялись его сподвижники, сахабы, которые несли слово. Ну и плюс ведь происходило стремительное возникновение арабского халифата, арабские завоевания, шел джихад с неверными, насаждение ислама насильственным путем, да, а где-то шло именно добровольным путем. Вот таким образом дагват имеет обоснование в откровенном Коране. Всевышний обращается к Мухаммеду со словами: «О пророк, мы послали тебя как свидетеля, вестника блага и увещевателя, призывающим к Аллаху с его дозволения и светильником освещающим». Вот таким образом. Ну и также всем представителям мусульманской уммы Аллах в Коране повелевает: «Скажи, это мой путь, и те, кто последовал за мной, призывают обратиться к Аллаху на основе знания». Дагват – один из, так скажем, краеугольных камней ислама, и вот он шел где-то мечом, конечно, надо признать, допустим, вот как в странах Средней Азии, когда там они были завоеваны, там, или в Испании, вот, а где-то шел мирным путем, допустим, в таких отдаленных краях, как вот наш Южный Урал, это на протяжении многих веков. Уже когда ислам пришел, вот территория Южного Урала, это вот как раз была самой такой северо-восточной, что ли, оконечностью исламского мира, такой периферии, отдаленной. И сюда, естественно, арабы не доходили. Арабы максимально на севере они дошли. Если мы берем территорию России, это вот низовье Волги, когда арабский полководец Мирван в 8 веке со своей армией вторгся, прошел через всю территорию Дагестана, дошел до низовья Волги и Северного Кавказа. Здесь ислам шел уже совсем иными путями. В основном это была мирная проповедь, и, что удивительно, многие народы восприняли ислам добровольно. К ним относятся территория Южного Урала и башкиры. Это еще протобашкирские племена. Да, тут, понимаете, вопрос сложный. Башкиры или те компоненты этнические, которые потом вошли в состав башкирского народа. Вопрос, связанный с этногенезом, и сложно об этом говорить. А что мы можем об этом сказать? Вот, допустим, у нас опять вот немножко о наших стереотипах, представлениях. Вот ислам к нам пришел из Волжской Булгарии. Но на самом деле это немножко не так, или совсем не так. Всем известна вот эта апокрифическая легенда о сахабах, которая возникла, скорее всего, в веке 18, что вот сахабы, сподвижники пророка Мухаммеда, пришли в Волжскую Болгарию, обратили местное население в ислам. Потом из Башкирии пришли табегины. Допустим, был такой автор Хисамиддин бен Шарафуддин. Время проживания его очень дискуссионно. Кто-то говорит 16 век, кто-то говорит 18 век. Как раз об этом пишет, что к сахабам, которые вот уже жили в Болгарии, пришли табегины. То есть табегины — это последователи сахабов из Башкирии, и вот пошло. Легенда легенды, она существовала на протяжении как минимум последних 200 лет. Плоть в кровь укоренилась, и вот нынешний сейчас муфтий Дздум Таджуддин активно это пропагандирует, но хотя ему ученые говорят, что, мягко говоря, это не так, поскольку во времена сахабов, то есть это 7 век, Волжской Болгарии просто не существовало, не могли сюда по определению прийти, потому что Волжская Болгария возникает только в 9 веке. Вот. А что мы имеем? Что является для историков точкой опоры? Все-таки мы должны верить больше данным письменных источников, данным археологии. И по ним мы точно можем знать. Опять приходим к БСК, да? Печально знаменитого БСК, вот когда Соду строили, там был Левашовский могильник. В 45-50 годах археологом Ахмеровым огромный могильник был раскопан у села Левашовка. На сегодняшний день это вот считается самый ранний мусульманский могильник.
там были похоронены несколько поколений людей. И вот он что пишет. По находкам арабских куфических монет и по ориентации погребений во всех могилах на Левашовском поле, когда-то в степи строго на запад, лицом на юг, за исключением одного костяка, можно предполагать, что Левашовский могильник является ранним мусульманским кладбищем на юге Башкирии. Там были найдены арабские вот эти дирхемы 8 века, там самый ранний 712, ну плюс-минус там 50 лет, пока эти монеты отчеканены, где-то вот они вхождение имели, вот где-то лет через 50 они вот уже начали попадать в могилы. Причем еще ранее мусульманские, вроде как по мусульманскому обряду, но у народа еще старый, да, еще языческие элементы, еще с оружием клали, там, с монетами и так далее. Вот, что интересно. Вот, получается, монеты имели хождение даже здесь, то есть настолько проникновение было сильное. Да, естественно, потому что вообще это аланский могильник. Мы знаем, что как раз, допустим, бурзяне, и вот турбаслинскую культуру и так далее, это все аланские, сарматские племена, вот это этнический компонент. То есть мы можем говорить, что уже, по крайней мере, в 8 веке уже здесь какие-то племена исповедовали ислам, да, на территории Башкирии. Ну и плюс к тому, вот когда, если мы будем брать письменные источники, вот Ибн Фадлан, когда ехал со своим караваном в Башкирию, он же писал, что у него в караване уже один из проводников был башкир, но уже был мусульманином. Но это и логически так выходит, вот логически, если посмотреть. Ведь Башкирия, раньше она гораздо южнее располагалась, доходила до Северного Приоралья. Ибн Фадлан об этом писал. Приораль — это Хорезм, это древний очаг ислама. В начале 8 века Кутейба завоевал, арабский полководец, истребил всю хорезмийскую знать, и силой меча насадили ислам. Тамошние вот эти аланские племена, которые жили, начиная от Приорали и до Южного Урала, по всей видимости, начали уже принимать ислам, поскольку мы знаем уже и по другим источникам, вот когда пишут о хазарском каганате, ведь это все Хорезм тоже находился под политическим влиянием, как и Южный Урал хазарского каганата. А арабские источники, Мусуди так и пишет, что у хазарского кагана мусульманская гвардия из народа Аль-Арсия. Арсия — это аорсы, то есть те же самые аланы. Но и вот, допустим, если вот мы посмотрим вот этот забытый путь, то есть как вот ислам шел сюда, на Южный Урал, то есть даже это легко представить. Вот Али-Дриси что писал? Вот он называет там города Башкирии, да, допустим, город Нимджан, там маленький, но благоустроенный, владеет им человек из числа тюрок, что там есть гора Арджика, где 1000 рудокопов добывают медь и затем отправляют ее, то есть продают землю Аль-Хорезм и страну Аш-Шаш. Шаш — это нынешний ташкентский оазис. Потом же из этого города вывозят шкуры лисы и шкуру животного, называемого Аль-Бабр. По-арабски Аль-Бабр — это тигр, но это не тигр. Аль-Бабр — это просто арабская передача народного названия бобра. Это вот как раз еще, опять же, аланские, ираноязычные племена. И во всех индоевропейских языках бобер он одинаково звучит. В русском бобер, по-немецки бибер, по-английски бивер, по-ирански бавра. А город Нимджан, по локализации Коноваловой, район Орска, да, современного города Орск. И вот они все это хозяйство, шкуры бобра, лисы и соленую осетрину вывозят в Хазарское море и продают на побережье Хазарского моря. То есть Хазарское море — это Каспий. То есть по реке Яик, получается, по реке Урал на судах. Представьте на карте, это же очень короткий путь. Да. Это гораздо короче, чем вот этот Волжский путь, и гораздо удобнее. Спускается в акваторию Каспийского моря, выходит, затем, значит, заходит в устье Волги, поднимается чуть-чуть по Волге и приходит в столицу Хазарского каганата, город Итиль. Но мало того, они еще дальше по Каспийскому морю едут в Иран и продают в Дейлеме еще. А тогда северной провинции Ирана, нынешнего Ирана, республики Иран, тогда это просто провинция халифата. То есть поэтому не мудрено, что те или иные религиозные идеи проникают. Естественно, они вначале идут по торговым путям. То есть это я почему это все долгое объяснение, чтобы понять, как ислам сюда пришел. Торговцы рассказывают о своей стране, потом уже вслед за торговцами, местными торговцами, за ними идут проповедники, учения и так далее. А нет ли данных каких-либо о том, что проповедники иных религий, да, того же христианства, приходили на территории и пытались... Да, сейчас я об этом еще скажу. По крайней мере, в 8 веке мы можем говорить, что здесь часть людей приняла ислам. Но ислам долгое время не мог здесь никак получить преобладание. Почему? Потому что когда то или иное религиозное учение получает преобладание, когда есть какая-то централизованная власть, которая выбирает ту или иную религию в качестве государственной. Ну вот Владимир сказал, все, христианство, и все, и никаких гвоздей, да? До этого тоже там христиане были, но были язычники, и как бы сосуществование там разных религиозных систем, оно могло бы и дальше продолжаться, сколько угодно долго. Здесь вот такой ситуации не было. Сначала это была Хазария. Хазарская элита, она исповедовала иудаизм. Иудаизм, там ислам особо-то и не приветствовался в распространении. Потом, после падения Хазарского каганата, здесь возникали другие объединения. И вот так вплоть до правления золотоордынского хана Узбека, а это уже 14 век. И только Узбек-хан объявил ислам государственной религией. И вот с тех пор, можно сказать, пошло даже и насильственным путем. Известно, что вот он уничтожил всю монгольскую знать, которая отказалась принимать ислам.
Но дело в том, что ислам после Узбека хана стал государственной религией Золотой Орды и стал активно внедряться, но ведь к этому времени в Башкирии уже была полностью мусульманина. К вопросу, приходили ли сюда другие, да, представители других конфессий. Вот в начале XIV века Иоганн Венгер сюда пришел, католический монах ордена францисканцев, по-моему, и для того, чтобы найти венгров своих сородичей и обратить их в христианство. И он пришел и говорит, нашел государя всей Баскардии совершенно зараженным сарацинским заблуждением. То есть, когда он сюда пришел, в начале XIV века, все население и сам правитель уже были сарацинами, то есть мусульманами. Нашел он здесь уже мусульманских ученых, с которыми вступал в религиозный диспут. Поскольку, видимо, он там очень так был настойчив, правителю ничего не оставалось сделать, как посадить Иоганна Венгера в тюрьму. В заключении он провел там несколько лет со своими сподвижниками. Почему сразу вот уже в 8 веке ислам не мог победить? Потому что вот не было единого центра власти, который объявил бы ту или иную религию государственной. И плюс башкирский народ, он вбирал в себя вплоть до позднего средневековья различные вот эти этнические элементы. То есть вот какая-то часть уже мусульмане, и тут приходит еще одна какая-то часть. А те язычники, да? На то, чтобы вновь пришедшие вот эти группы населения приняли ислам, тоже нужно было какое-то время. Процесс, он, в общем-то, долго тянулся. Мы что интересное имеем в виду, начало XIV века, оно все-таки было знаменательным. Все население Башкирии, кстати, до реформы еще хана Узбека, приняло ислам, потому что арабский историк Аль-Умари, живший в XIV веке, пишет, а в стране башкорт есть мусульманский кадий, который пользуется большим уважением. Мусульманский кадий, то есть судья, это уже о чем говорит, что здесь уже не просто какой-то проповедник, а уже он судит по канонам шариата. Кто такой вот этот кадий, который пришел? Все-таки мы склонны связывать его с Хусейнбеком. Не первый, нам просто первый он известен. Имам Башкирии, Хусейнбек, потому что он тоже был в начале XIV века. Тот мавзолей, где он похоронен, в Чешеминском районе, там вот эта же плита надгробия была переведена, написано, что вот он жил в начале XIV века. Предположение, что вот этот мусульманский кадий, о котором писал арабский энциклопедист Аль-Умари, и вот этот Хусейнбек, скорее всего, одно и то же лицо. Но Хусейнбек дает пищу для размышления относительно того, как ислам приходил. Ведь Хусейнбек, он был как раз представитель суфийского тариката Ясавия. Хожа Ахмед Ясави жил в XII веке. Ныне город Туркестан, а раньше он назывался Яса. Это на среднем течении Сырдарьи, на территории нынешнего Казахстана. Там его огромный мавзолей стоит. Тоже, кстати, аланский город. Яса — это племя Ясов или Асов или Осов. Отсюда название осетин. Вот там он жил, Хожа Ахмед Ясави. И один из его последователей, не непосредственно последователь, не мюрид, а Хусейнбек, видимо, вот этот правитель Башкирии, не хватало вот ученых, возможно, он пригласил вот этого Хусейнбека из города Яса, вот он прибыл, и вот уже краевед 19 века Игнатьев такие интересные уже легенды записал среди башкир, что вот Хусейнбек пришел сюда и обратил множество язычников в ислам, а после этого Хусейнбек ходил отсюда в Мекку и, возвратясь, поселился опять на озере Акзират, как раз вот где это кладбище есть. Акзират — это белое кладбище, так и переводится. И стал главным имамом во всей Башкирии. После смерти он признан святым, и на могиле его будто появился свет, и многие мусульмане стали стекаться на поклонение гробу Хусейнбека. И, что интересно, в башкирской традиции нигде нет намеков на то, что ислам шел из Болгарии. Американский исследователь Ален Франк, исламовед, пишет, такие важные башкирские святыни, связанные с этими легендами об исламизации, находятся вне булгарийской традиции. Ну, такие святыни, как могила Хусейнбека около Чешмы и гробница в Аушкуле, где, по преданию, похоронены 3 багдадских миссионера. Вот Аушкуль, это вот как раз на территории Учелинского района, до сих пор вот это место является почитаемым среди мусульман, посещают эти могилы, читают молитвы и так далее. А вот по поводу мавзолея Хусейнбека, есть ли какие-то исследования и доказательства того, что мавзолей был построен именно тогда, в XIV веке? Нет, по башкирским преданиям был воздвигнут Тамерланом. Ну, как известно, Тамерлан, он же проходил по Башкирии, и он был членом тариката Ясавии. Он принял ислам вот от одного, значит, суфийского проповедника из Ясавийского ордена. И когда вот он с войском проходил по Башкирии, а это точно доказано, вот он узнал, что здесь вот могила Хусейнбека, и вот по его приказу якобы был возведен вот этот мавзолей. Вот есть такая легенда, но нет оснований не верить этой легенде, тем более, что вот самый мавзолей, если мы посмотрим на его архитектуру, он выполнен в таком среднеазиатском стиле, скорее всего, так и было. Что касается вот этой могилы на Аушкуле, так и написано, здесь похоронен Мухаммад Рамазан Аль-Ауш, Фигаср Беркехан, то есть век Беркехана, получается как бы 13 века могила
о чем я и говорю, что вот приходили эти проповедники, они всегда здесь были. Просто, видимо, при Хусейн-беке в начале XIV века вот именно вот этот процесс до исламизации вот этих языческих племен восточных, которые постоянно вливали в состав башкирского народа, видимо, он в XIV веке просто уже, в общем-то, окончательно был завершен, и этому поспособствовала религиозная еще реформа Узбек-хана. Вот, таким образом, ислам у нас здесь был. Ну вот для XIV века, как я уже говорил, вот мы имеем несколько абсолютно независимых друг от друга свидетельств и арабской историографии, и местных легенд, эпиграфического материала, вот я имею в виду, значит, надгробия, свидетельства западноевропейских путешественников, того же Яганки Венгра. Когда все воедино складываем, мы получаем уже какую-то целостную картину, и вот все это рассказывает о событиях начала XIV века. Но потом наступают темные века непонятные, что тут происходило, очень трудно говорить. Переходим в век 17-18, когда здесь, на территории Башкирии, мы видим движение, башкирские восстания. Многие они шли под религиозными знаменами. То есть тоже, так скажем, часть истории ислама, да, местной исламской традиции. Допустим, вот в 17 веке восстание Саида Джафара или сиитовский бунт. Рычков писал, что башкирский старшина Сиит поднял восстание. Но это не его личное имя, как уже говорил. А Саид означает, что он считался потомком пророка Мухаммеда. Сиит — это его титул, собственное имя его — это Джафар. Потом мы видим уже в 18 веке восстание Батырши, когда Батырша призвал подняться за ислам, но никто его не поддержал, как известно. Ни казанские татары, ни мишары, ни казахи, никто на его призыв откликнулись, потому что тоже есть большие сомнения. Возможно, что восстание этого года шло вне зависимости от его призывов, но так или иначе восстали башкиры ряда южных властей. В историю это восстание вошло как именно религиозное восстание Батырши, хотя это не совсем правильно. Ну и вот этот призрак общемусульманского восстания испугал, конечно, правительство. Уже Елизавета начала послабление в плане религии. В правлении Петра Великого и в правлении Елизаветы, его дочери, происходили большие гонения на ислам. Допустим, в Казанской губернии практически все мечети были разрушены. В Башкирии, конечно, так не делалось, потому что опасались возмущения башкирского народа, который чуть что поднимался на восстание. Но вот именно с Елизаветы пошло вот это послабление в религиозной сфере. И Екатерина II, которая пришла после Елизаветы, фактически только продолжила ту линию, которую начался при Елизавете. Фактически Екатерина что сделала? Она издала указ о терпимости, где сказала, что все религии имеют право на существование. То есть ислам был принят неравноправно, конечно, с православием религии, а был признан как терпимый, просто терпимый, что, по крайней мере, за этого никого убивать не будут, преследовать и так далее. Но, конечно, она неравноправна была религия, поскольку православие это было государственной религией. Ну, по крайней мере, терпимый стал. И вот, чтобы как-то взять под контроль, опасались очень влияния Османской Турции, что турки через своих агентов будут постоянно устраивать возмущение, возбуждать мусульман. И вот было учреждено уже в 1789 году Оренбургское Магометанское духовное собрание. Оренбургское оно называется не потому, что в городе Оренбурге, а потому, что Башкирия входила в состав Оренбургской губернии, а находилась изначально в городе Уфе. Духовное собрание, созданное по образу вот этого синода, оно, конечно, сыграло большую роль в жизни мусульман, поскольку, несмотря на все минусы, в порядок в некий приведена вся деятельность мусульманских деятелей, вообще исламских институтов. Это, да, безусловно, имело положительное значение. Была создана система мусульманского образования. Готовились вот эти муллы, потом начали уже в 19 веке составляться метрические записи, корпус документов, с помощью которых можем заглядывать в прошлое, узнавать имена людей в плане составления генеалогии. Все это является, в общем-то, огромным подручным материалом. А имело ли место массовое строительство мечети вот в 18 веке? Да, поскольку ислам был легализован, пошло и строительство мечети, и так далее, и так далее, и так далее. Что еще можно сказать? О Магометанском духовном собрании мы отдельно потом когда-нибудь еще поговорим, особо не углубляясь в эту сторону. Скажем, что в 19 веке, кроме вот этого официального ислама, вот этих официальных указных мулл, в 19, 18 и раньше существовали неофициальные лидеры. Вот особенно в 19 веке мы это видим вот на примере Зайнулла Расулева. Хотя, конечно, он тоже получил назначение в качестве вот имама и мудариса через Магометанское духовное собрание, но все-таки он был больше неформальным лидером. Существовали вот эти суфийские имамы, шейхи, ишаны и так далее, которые имели огромное влияние на мусульман. И вот существовало вот два ислама, огосударствленные, так скажем, и существовали неформальные тарикаты, которые тоже, конечно, государство пыталось контролировать. В таком виде исламское общество, исламское ума шагнуло в век 20. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что в студии был руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР Салават Хамидуллин. Спасибо вам большое, Салават. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания.